Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, рады вновь вас приветствовать на видеоканале «Трезвый батя». 451 градус по Фаренгейту. Так называется роман «Антиутопия» американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. В этом романе описывается общество людей, которые не читают книги. Люди проводят свое время за просмотром телепередач, различных роликов, новостей, развлекательных передач. И практически с утра до вечера находятся перед экраном, созерцают экран. В этом обществе книги запрещены, их запрещено хранить дома. И если у человека дома находится книга, то книгу сжигают вместе с домом, а иногда и вместе с жильцом. Главный герой романа «451 градус по Фаренгейту» начинает задумываться о несправедливости этого порядка и прячет несколько книг. Вместо того, чтобы сжечь, он прячет несколько книг у себя дома и начинает их читать. Вот. И в разговоре со своим начальником, начальник ему напоминает, что книги особо опасны, потому что разум читающего человека невозможно обуздать. Вот. И существует тайное общество людей, которые читают книги и мечтают возобновить книгопечатание. И для того, чтобы книги впоследствии напечатать, они их заучивают на память и друг другу пересказывают. Вот такой удивительный мир изображен в романе «Антиутопии» американского писателя Рэя Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту называется этот роман. Сегодня мы будем распаковывать посылки, как настоящий блогер. Есть такой жанр распаковка. Вот. И нам пришли книги из тайного общества, которое печатает эти книги. Тайная или не тайная, Санкт-Петербургская общественная организация Общество памяти игумени Таисии. Вот. Эта организация занимается духовно-просветительской деятельностью в России и за рубежом и издает самую разнообразную богослужебную, духовно-нравственную, патриотическую и историческую литературу. На многие языки мира сотрудниками и добровольными помощниками Общества памяти игумени Таисии переводятся богословские и святоотеческие труды, способствуя единению народов через духовно-нравственное просвещение. Одним из важных направлений деятельности общества является также церковно-прикладное искусство, включающее иконописные и золотошвейные мастерские, произведения которых украшают православные храмы и монастыри. Общество носит имя подвижницы конца XIX – начала XX века игумени Таисии Солоповой, настоятельницы Леушинского монастыря, Леушинской обители близ Петербурга, духовной дочери святого праведного Иоанна Кронштадтского. Председателем правления и духовником общества является иеромонах Александр Фаут. Я узнал об этом обществе, потому что мне передали посылку. Один мой знакомый батюшка, кум, сказал: есть посылка, которая содержит в себе книги, и попросили передать на какой-нибудь бедненький приход, на нуждающийся приход. Вот. И там был вот такой список, где написаны были имена людей, о которых просят помолиться. Вот. Здесь первым именем стоит фамилия иеромонаха Александр Фаут. Из этого я узнал, что именно Общество памяти игумени Таисии – это та организация, которая благотворительно вот распространяет литературу именно среди нуждающихся, среди небогатых, так скажем, приходов.
Сегодня я вместе с вами посмотрю книги, которые нам прислали. Вот. Часть книг я бегло просмотрел, но самую главную посылку я не открывал, потому что она запечатана, и я подумал, будет интересно это сделать вместе с вами. Главное событие, главная интрига в конце. То есть главную посылку мы откроем в конце. Посмотрим, какие книги присылает нам общество, которое заботится о книгопечатании в мире, где люди перестали читать книги и смотрят в основном ролики на YouTube. Например, такие как видеоканал «Трезвый батя». Я коробочку вот так поставлю. Так, коробочку поставлю. И буду вам показывать книги. Значит, первой идет здесь серия книг церковной писательницы, духовной писательницы Бахметьевой, известная духовная писательница XIX века. Вот. И у нее целая серия книг. Это «Избранные жития святых». «Избранные жития святых» в 3 томах. То есть это рассказы о жизни подвижников веры православной. Вот. Далее рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса Христа. Тоже очень хорошая книга. Может быть использована на занятиях в воскресной школе или в домашнем чтении. А также рассказы из истории христианской церкви. Вот такое систематическое изложение тоже очень полезно и правильно вот, в нашем мире, сошедшем с ума и от обилия информации, которая распространяется. И рассказы из русской церковной истории, также в 2 томах. Вот. Это первая, значит, коробка, которую мы с вами распаковали. Далее идут книги тоже разноплановые. Вот. Я буду кратко читать аннотации, ну так, в 2 словах. И, возможно, в некоторых книгах буду читать отрывки из них. Мы же с вами составляем тайное общество анонимных библиофилов, да? Вот, поэтому хотя бы урывками прочитаем, что здесь написано. Итак, книга за авторством Георгия Михайлова «Нравственный образ истории». «Нравственный образ истории». Это 3-е дополненное издание известной исторической трилогии Георгия Михайлова о славе и падении тысячелетних империй Рима I, Древнего, II Византии, в пору зарождения и становления Великой Российской державы, именуемой Третьим Римом. Ну, то есть вот здесь рассказывается, прослеживается как бы традиция, христианская традиция, которая зародилась в Древнем Риме, потом продолжилась в Византии и потом продолжилась в Третьем Риме в России. Вот один абзац из этой книги. Греки не сразу оправились от удара, нанесенного крестоносцами, зато пробудились нравственно. Православный народ, не замечавший прежде различий между своей верой и западной, быстро почувствовал эти различия, а простые граждане начали каяться, что вовремя не поддержали своих господ. Защиту Константинополя они считали делом одних дворян и наемных воинов. До смены власти им казалось, что подати платить все равно кому – рыцарям или византийской знати. Окрестные сельчане поначалу даже радовались, скупая задешево товары, награбленные в столице. Однако очень скоро они испили чашу феодального гнета и ощутили духовное иго католицизма. Наугад я прочитал абзац из книги Георгия Михайлова «Нравственный образ истории». Следующая книга – это книга известного духовного писателя, мыслителя, богослова первой трети XX века, священника Александра Ельчининова. Его часто цитируют, и он оставил после себя очень плодотворное
такое наследие литературное. Константин Певцов «Сердце твое». Ну, вот это я не знаю, что за писатель. Сейчас посмотрим кратко аннотацию. Роман в 3 частях современного автора с первых же страниц погружает в захватывающий водоворот событий подвижнической жизни христиан далекой эпохи II века. То есть это книга о христианах первых веков христианства, да, о церкви первых веков, вот, и о жизни того времени. Далее серия книг из 3 томов называется «Пострадавшие в годы гонений. Портреты и судьбы». Пострадавшие в годы гонений. Портреты и судьбы. Надо полагать, что это книги, посвященные подвигу, мученическому подвигу, исповедническому подвигу христиан уже не первых веков, а именно христиан 20 века в России, новомучеников российских. Вот, это жизнеописание их и рассказ об их подвиге. Следующая книга за авторством вот как раз иеромонаха Александра Фаута. Это председатель правления общества памяти игумени Таисии и духовник этого общества. Вот. Называется книга «На пути к православию». «На пути к православию». Настоящее издание представляет собой размышление о роли мировоззрения в современном мире. В книге рассматриваются острые проблемы сегодняшнего дня с опорой на историю церкви и православные традиции России. Это книга для всех, кто стремится определиться в своем жизненном пути, и прежде всего для молодежи. Вот эта книга называется «На пути к православию». Видимо, это размышления о современной жизни, такая публицистика. Следующая книга очень полезная, я думаю, что эта книга называется «Преподобного отца нашего Аввы Иоанна, игумена Синайской горы. Лествица. Конспект». То есть, книга монаха V или VI века Иоанна Лествичника. Вот, видимо, это краткое изложение для тех, кто хочет, освежить в памяти его поучения, вот, или как-то кратко ознакомиться с ними. Вообще, Лествицу, конечно, должен прочитать каждый христианин. Далее, блаженный инок. Жизнеописание блаженного инока Владимира Важеозерского чудотворца. Этот святой мне не знаком. Будет возможность узнать о его житии из этой книги. Так, и несколько книг, насколько я понимаю, художественных. Нет, вот еще. Сказание о жизни и подвигах преподобного Серафима Саровского, извлеченного из записок его ученика. То есть это повествование о жизни преподобного нашего великого чудотворца, преподобного Серафима Саровского, описанное его учеником. Честно говоря, мое духовное становление, вот я когда сам задумался во многом о том, чтобы изменить свою жизнь, вот, началось с чтения книги о жизни преподобного Серафима Саровского, которую мне дали в странноприимном доме Преображенского храма. Я тогда еще был некрещенным, путешествовал и попросился переночевать в какой-то осенний или зимний вечер в Горно-Алтайске, остановился в Преображенском храме. И вот там старица была, не знаю, конечно, как ее зовут, в общем, она, видя, наверное, ищущего молодого человека, вот, который задумывается о бытии, дала мне эту книгу про преподобного Серафима Саровского, и я ее читал, и был глубоко потрясен, честно говоря, подвигами преподобного Серафима. Это во многом определило мою дальнейшую судьбу. Следующая книга называется «Утешение в смерти близких сердцу» епископа Гермогена, бывшего протоиерея Константина Добронравина. Видимо, это поучение, наставление для тех людей, которые потеряли своих близких. Вот, эта книга позволяет человеку осознать эту утрату и как-то принять какое-то решение.
для того, чтобы поминать своих близких, да, для того, чтобы заботиться о их посмертной участи. Дальше следующая книга называется «Большое путешествие». Книга Константина Певцова. В этом произведении современного автора в занимательной и доступной для детей дошкольного и младшего школьного возраста форме излагается библейская история. Повествование выстроено как последовательность сновидений маленькой девочки Лизы, которая беспокоится о своей больной маме и обращается к Богу за помощью. Вот эта книга очень интересная, я уверен, для детей, такого как бы младшего школьного возраста будет почитать. Это в 3 томах вот такое издание. В 3 томах вот такое издание. Ой, осторожно. Не повредить бы здесь чего. Да. И, значит, еще одна книга «Райские отцветы в земных сумерках». Эссе, статьи, очерки о русской культуре XIX-XXI века. Станислав Минаков. Это, видимо, вот специальная книга культуроведческая, литературоведческая, да, вот автора, который нам еще неизвестен, но, наверное, мы о нем узнаем. И последняя книга в нашей 2-й коробке – это книга «3 слова в психологии». 3 слова в психологии. Это книга о человеческой душе, о нашей духовной природе и вечном ее предназначении, о психических проблемах, общих и возрастных, в аспектах здоровья, развития и воспитания личности, о добродетелях мужества и прекрасной женственности и о непреклонном действии нравственного закона во всех сферах нашей жизни для широкого круга читателей. Давайте мы, значит, кратенько вот какой-нибудь абзац возьмем, тоже прям вот навскидку. Библию наука не опровергла. Библию наука не опровергла, а лжеверие разоблачило саму себя. Тем не менее, старая гвардия, в кавычках, школьных учителей-дарвинистов с упорством религиозных фанатиков по-прежнему вдалбливают в детские умы стереотипы ложного мировоззрения и ставят двойки инакомыслящим ученикам. Вот видите, как неожиданно, да? То есть, видимо, здесь у Георгия Михайлова, так сказать, это полемический труд, да, который касается мировоззрения, образования современного. Вот. И он стоит на таких серьезных позициях вот именно церковного человека, православного человека. Вот книга в отдельной коробке. В отдельной коробке. Открываем эту книгу. И это прекрасное издание. Честно говоря, я посмотрел его немножко заранее. Вот, посмотрите, какой переплет. Посмотрите, какая печать, какое тиснение, да. Вот. Ой, какое издание. Посмотрите, пожалуйста, дорогущее, честно говоря, издание. Напечатано еще дореволюционной орфографией. И книга это называется «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира». Труд профессора П.С. Лебединского в 3 частях. Вот. И репринтное воспроизведение издания 1896 года. Вот такое прекрасное, просто богатое издание, которое посвящено пророчествам о Христе и исполнению этих пророчеств. То есть, по сути дела, это вот такое изложение библейского учения. Да? Давайте тоже кратенько один прочитаем абзац. Я заложил, честно говоря, один абзац просто навскидку. Когда Пресвятая Дева Мария была в детском возрасте, священники по применению к пророку Самуилу допускали пребывание ее во святом святых храма. Но когда наступил уже 14-й год ее возраста, то священники признали невозможным допускать ее в таком возрасте во святое святых и предлагали ей, оставя храм, по примеру прочих девиц, выйти замуж. На это Дева Мария ответила им, что она от самых пелен отдана родителями ее Богу и сама обещала сохранить Богу свое девство на всю жизнь. Поэтому никто не может принудить ее, девицу бессмертного Бога, выйти замуж.
Понимаете? Хороший слог, хорошее издание, дорогое. Вот смотрите, ну просто действительно, вот дорогое, хорошее издание с тиснением, с таким вот. Вот одно удовольствие держать его в руках. И надеюсь, что оно послужит также нам на занятиях с нашими прихожанами, на занятиях воскресной школы для взрослых и так далее. И переходим к богослужебным изданиям. Это самое для меня, конечно, главное. Я, честно говоря, вот посмотрите, разрезаю это издание, значит, разрезаю здесь пленочку. Это прекрасный служебник. Служебник – это книжечка, по которой священник ведет службу. Слушайте, ну у нас, честно говоря, у меня вот служебник уже давно истрепался, и он такой весь сиротский. А здесь, опять же, посмотрите, служебник. Видите? С золотым вот таким, в общем, покрытием. Все, здесь и божественная литургия Иоанна Златоустова. Вот, и литургия прежде священных даров, и вечерняя, и утренняя, и, значит, календарь церковный, да? В общем, все, что нужно для священника или диакона, чтобы вести вот такое богослужение. Вот, один достанется мне, а другой служебник достанется нашему отцу Андрею, диакону на нашем приходе. Вот, там не один такой служебник, а их там не один он. И еще одна прекрасная книга, тоже вот, которой я очень рад. Книга называется тоже «Служебник», тоже по которой ведут богослужение. Но это служебник, он не в руках, а он лежит на аналое. Вот. У нас, честно говоря, в одном из наших приходов в нашем районе я мучился вот без такого служебника и думал, ну как бы его приобрести? Ну где бы его... Ну он стоит дорого, денег все время не хватает, честно говоря. Вот, а здесь, посмотрите, опять же, какое замечательное издание. Ой, вообще, знаете, приятно очень на ощупь. Прям вообще все позолота. Прекрасная бумага. Финская, наверное, мелованная какая-то вот такая, да? Посмотрите, прекрасный текст, крупный, яркие буквы, крупный текст, легко читается. Вот священнику вести службу – это одно удовольствие по такому служебнику. Ой, красота! Вот это прям, вот общество игумени Таисии, памяти игумени Таисии, отец Александр Фаут и все остальные братья из этого общества и сестры, дай вам Бог здоровья, это прекрасный подарок, вот этот богослужебный, особенно, значит, литература, служебник, это самое замечательное. Ну а теперь мы переходим к самому главному. Это большая коробка, тяжелая коробка, понимаете? Вот смотрите. Вот такая тяжелая коробка. Я ее не открывал. Я не знаю, что там находится. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, братья и сестры. Даже не знаю тут как подлезть. Хорошо упаковано. Неловко в прямом эфире как-то мне тут, так сказать. Поэтому я вот поторопливо его так разрезаю. Прям смело. По мешковине. Вот. И что там будет? Интересно. Ой, интересно. Что же может там быть? Пишите в комментариях, что там может быть. И вообще свои впечатления пишите от посылки от общества тайных любителей книг. Вот. Вот эта огромная коробка. Здесь коробка из-под бананов. Вот, мешок я разрезал. Коробка из-под бананов. Так. Ну-ка. Дрожащими руками трезвый батя бросает озимь. Вот. Значит, коробочки. И здесь
В общем, еще много маленьких книг. Много маленьких книг. Слушайте, ну я все, наверное, не буду прям перечислять. Да? Вот так немножко сдвину. Ой. Я вижу, что здесь книги вот такие. Константина Певцова, опять же, видимо, это какой-то современный писатель, который пишет о, ну, как бы сказать, на темы, на тематику библейскую. Маленькая книга «Псалтырь». Видите, какой маленький формат? Очень удобно. Хороший текст, достаточно крупный при этом. Ой, замечательно. Вот. Так. Сборник фильмов «Молитва». Сборник фильмов «Молитва». Это, видимо, диски, видеодиски, CD-диски точнее. Православный молитвослов и псалтырь. Вот чего нам не хватает сейчас, да? Вот. Вроде все есть, книги есть, молитвословы есть, читай, молись. Вот. А люди чем занимаются? Вот. И также, и тут, в общем, много-много разных маленьких книжек. Я сейчас их всех не буду перечислять, потому что, ну, это будет просто очень долго. Я пока их откладываю, вот, потому что... Так, каталог. Это каталог? Угу. Каталог вот этого самого издательства «Общество игумени Таисии». Каталог. То есть, видимо, здесь все книги, которые они издают, вот, все они, так сказать, представлены. И можно спокойно по этому каталогу полистать и какую-то книгу необходимую выписать. Видите, общество тайных любителей книг, как прекрасно все организовали, да? Так, здесь тоже, значит, художественные книги. Многие из них повторяются, которые мы уже с вами видели. Так, православный катехизис священника Александра Кремлевского. Так, хорошо. Еще один служебник замечательный. Вот. Тут прям, слушайте, ну, на пути к православию. Так, хорошо. Но здесь я хочу добраться до какого-то большого издания. Здесь еще вот много всяких таких вот, значит, видеодисков, да. Вот здесь тоже есть маленькие издания. Здесь есть псалтырь. Вот. Это все прекрасно, это все уже более-менее нам знакомо. Псалтырь – это книга молитв царя Давида, который жил 3000 лет назад. И до сих пор его псалмы пользуются, ну, богослужение состоит во многом из псалмов святого царя Давида. Но вот, наконец, я достаю какую-то еще большую коробку. Слушайте, интересно, что здесь? Так, подождите. О, вот это да, слушайте. Ну вот это я понимаю. Как я понял, это напрестольное Евангелие. Напрестольное Евангелие. Эта книга, самая главная церковная книга, которая лежит на Святом Престоле. Да, Священное Евангелие. 2016 год издания. Репринтное воспроизведение на церковно-славянском языке. Это самая главная книга, которая лежит на Святом Престоле и которая читается за каждым богослужением, за каждой литургией. Видите, да? Это Святое Евангелие. 4 Евангелия, то есть Евангелие 4 евангелистов. Посмотрите, какое издание. Посмотрите, кожаный, настоящий переплет. Настоящие вот такие какие-то тут, ну, в общем, такие штучки, ножки. Вот. Прекрасно. Прекрасно. Это Святое Евангелие, которое будет лежать на престоле в одном из наших, я даже убирать не буду, в одном из наших храмов, нашего района. Так. Ой. Еще здесь какой-то ящик. И еще какой-то вот такой
Вот. Все, эту коробку я откладываю. Здесь осталось только у нас вот такой ящик. В этой коробочке еще одно, насколько я понимаю, напрестольное Евангелие. Еще одно напрестольное Евангелие, только оно более тонкое. Посмотрите. Оно прямо находится в упаковке. Прямо находится в упаковке. И мы сейчас тоже откроем эту упаковку. Слушайте, ну прямо вот для священника, конечно, это большое утешение. Потому что, честно говоря, богослужебные книги, они, видите, сделаны на совесть, сделаны дорого. То есть здесь настоящая кожа, тиснение, позолота. Вот. И для священника с бедного сельского прихода, я не прибедняюсь, но объективно это так. Вот. Ну, как бы лишних денег нету, скажем так. Даже на необходимые. А как бы что-то купить красивое, это, ну, практически, знаете, вот. Я вижу, что это Евангелие, чтомый в Святый и Великий Четверток, в Святый и Великий Пяток, то есть это Евангелие святых страстей. Это Евангелия, которые читаются на Страстной Седмице, которые читаются во время последования страстей Христовых. То есть это вот такое отдельное, прекрасное издание, посмотрите, вот, отдельное издание, оно называется Евангелие. Ну и заключительный момент. Здесь находится какая-то деревянная коробка. Она прям тяжелая коробка. И я, честно говоря, с трудом догадываюсь, что здесь может быть. Коробка запечатана вот таким полиэтиленом. Давайте мы попробуем его сейчас вскрыть. Вот, удалить этот полиэтилен. И на коробке я вижу надпись. Тут какая-то... надпись. Так. Я вижу здесь надпись. Это стихи Михаила Ильича Лермонтова. Вот смотрите, как интересно. Что может быть в этой коробке? Здесь стихи Михаила Юрьевича Лермонтова помещены. Когда волнуется желтеющая нива. Давайте посмотрим. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка. Когда росой обрызганной душистой, румяным вечером иль утро в час золотой, из-за куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу, и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется душе моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Видите, как интересно, да? То есть на коробке изображена вот такая, значит, картина. Здесь, ну, березы, да, деревья, какой-то лужок, и вот птицы летят, и стихотворение. Ну а что же в этой коробочке, в этом ящичке деревянном? Так. Очень интересно. Здесь изображение Спасителя в терновом венце. Так, как же мне достать? Сейчас, секундочку. Причем изображение очень интересное. Изображение на металле. Попробую так вот. Это икона, по сути дела. Это икона.
Икона на металле. Посмотрите, пожалуйста. Вот так вот. Удивительно, удивительно. Никогда бы не подумал, что на коробочке с стихами Лермонтова, в коробочке, в ящике со стихами Лермонтова, может быть изображение Спасителя. Это, видимо, латунь. Не знаю, освящена эта икона или нет. Она сделана в виде барельефа. В виде барельефа. Посмотрите, пожалуйста, как искусно, какое искусное изображение. То есть здесь есть и профиль, здесь и вот так поворачивается. Вот. Вот представляете, да? То есть вот это мне, бедному священнику сельскому, прислали незнакомые люди. Ну как незнакомые? Ну вот общество памяти игумени Таисии. Благотворительная такая рассылка. Вот такие прекрасные книги. То есть икона Спасителя вот на латуни сделанная, да? Представляете? Вот. Я не знаю, ну, про деньги я даже... Сколько это стоит, я даже боюсь подумать, честно говоря. Вот, вот такие прекрасные, значит, на престольные Евангелия всегда это самая главная книга в храме, которую мы читаем и во время молебнов, и во время утренней службы, и во время литургии. Вот. Прекрасное издание, дорогущее, оно дорогущее прям. Понимаете, вот не стыдно его, как говорится, и на престол положить. Вот, не знаю, может быть, 30 тысяч рублей стоит эта книга. Вот. И вот эти вот издания «Псалтырь». Ну, Господи помилуй, отец Павел, молись только, все для тебя. И служебник, понимаете, все. И литература различная, ну, для чтения, допустим, с детьми, да, и со взрослыми. И история жизни Господа нашего Иисуса Христа. Вот, дай Бог здоровья. У меня есть вот здесь список вот, тех людей, о которых нужно молиться. Мы этот список вкладываем в свой синодик, то есть помянник. Вот, будем об этих людях молиться, помолитесь о них, и вы. О людях, которые в мире полном вот этих виртуальной реальности, да, уже люди наполовину в виртуальной реальности живут. Сколько проводят люди сейчас времени перед этими гаджетами и так далее. Вот. И в этом мире есть люди, которые издают, печатают книги и рассылают их. Вот. Но у нас, конечно, не 451 градус по Фаренгейту. Это температура возгорания бумаги. У нас-то на улице сейчас минус 15, минус 10, минус 15. Сегодня 20 ноября, канун праздника Архангела Михаила. Вот. И на улице сейчас довольно прохладно. Поэтому мы живем в мире, где каждый может сделать свой выбор. Конечно, интернет важно и необходимо и для связи, и для новостей и так далее. Вот. Но интернет не должен заменить книгу, потому что вот эту радость встречи с книгой, ее ничем не заменить. Вот сегодня нам отцы, братья и сестры из общества памяти игумени Таисии, они подарили нам радость встречи с книгой, со святой книгой. Надеюсь, наше общество тайных любителей чтения
будет расширяться. Вот. И в этой реальности, которую описывает Рэй Брэдбери, мы с вами никогда не окажемся. Трезво мыслим, трезво живем.